Твоя любовь открылась на кресте одна. Любовь твоя, любовь Божия. О, Иисус Христос, я люблю Тебя. Я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя. Ты, Иисус, есть жизнь моя. Ты дыхание мое, не могу я без Тебя, я дышать я не могу. Я прошу, Иисус, Тебя, Ты прости, Господь, меня, и меня благослови. Ты ко мне, Иисус, приди. Я прошу Тебя, Иисус. Я прошу Тебя, Господь, я прошу Тебя, я прошу Тебя, Ты возьми меня, Ты возьми меня, я прошу, Иисус, я прошу Тебя, без Тебя я не могу. Без Тебя я не хочу, я Тебя, Иисус, прошу, я Тебя прошу, за Тобою я пойду, за Тобою, мой Господь, за Тобою я пойду, Ты возьми меня с собой, Ты возьми меня, моя жизнь есть для Тебя. Моя жизнь есть для Тебя, Ты возьми меня. Я хочу идти, Иисус, хочу за Тобой, хочу рядом быть с Тобой, чтобы быть с Тобой. Ты забери, Иисус, меня, чтоб не помнил я себя, чтобы помнил я Тебя, Ты возьми меня. О, Иисус, 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 о, Иисус, 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 о, Иисус, 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 Ты, Иисус, есть мой Господь. Ты возьми меня, я прошу Тебя. Ты возьми, Иисус, я прошу, возьми меня, я прошу, Иисус, Тебя, Ты возьми меня, я прошу Тебя, я прошу, Иисус, Тебя, без Тебя я не могу, без Тебя я не хочу, без Тебя я не могу жить, я не хочу, Иисус, Ты возьми меня, я прошу Тебя, Ты возьми меня, я прошу Тебя, Ты дыхание мое, Ты дыхание, Иисус, я прошу Тебя, забери, Иисус, меня. Забери, Иисус, меня и открой себя. Я прошу Тебя, я прошу Тебя. На кресте Ты кровь пролил, Ты любовь свою открыл, Ты в любви своей, Иисус, Ты страдал из-за меня. Я люблю Тебя, я люблю Иисус, я люблю Тебя, 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 я люблю, Иисус, Тебя.
Иисус, 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 Иисус. Восседаешь ты на престоле Отца, ангелы Его, они вокруг тебя, славят все тебя, Иисус. Достоин, 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 все славы, хвалы. Святые говорят, достоин, святые говорят, достоин, святые говорят, достоин, 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 святые говорят, достоин, святые говорят, достоин, святые говорят, достоин, всей славы, хвалы. Я говорю, достоин, я говорю, достоин, я говорю, достоин, 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 я говорю, достоин, я говорю, достоин, я говорю, достоин, всей славы и хвалы. Ты на небесах власть ты получил, царство получил от Отца своего, и Он воссадил на престоле, на престоле, на престоле. Мой Господь достоин, мой Господь достоин, мой Господь достоин, достоин, достоин. Святые поют достоин, святые поют достоин, святые поют достоин, достоин, достоин. Святые поют достоин, святые поют достоин, святые поют достоин, все славы, все славы. Я пою достоин, я пою достоин, я пою достоин, достоин, достоин. Я пою достоин, я пою достоин, я пою достоин, достоин всех хвалы. Я пою достоин, и все поют достоин, и все
все поют застой, застой, застой. Все поют застой, все поют застой, все поют застой, застой, застой. Я пою застой, я пою застой, я пою застой, застой, застой. Я пою застой, я пою застой, я пою застой, без славы и хвалы. Теперь возьмем, я назвал старейшую. Это очень давнейшая наша песня. Ой, давно-давно это было когда. Я хочу признаться тебе, я хочу признаться тебе, я хочу признаться тебе. Ибо ты есть моя, ибо ради Божья есть ты. Не могу я жить без тебя, и любовь, и радость моя. Аллилуйя. Я признаю тебе, мой Господь, но что здесь моя любовь, ты дыхание жизни моей. Я люблю тебя, мой Иисус, я люблю тебя, мой Господь. Я люблю тебя, ты мой Бог. Я люблю тебя, Иисус Христос. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Я признаю себе, мой Господь, как что есть моя любовь, и дыхание жизни моей. Я люблю тебя, мой Иисус, я люблю тебя, мой Господь. Я люблю тебя, ты мой Бог. Я люблю тебя, Иисус Христос. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Второй не надо, да возьми микрофончик. Так само слышно. Ну, давай.
Господь Иисус, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа благослови это служение и благослови, чтобы Слово Твое, помазанное Духом Твоим, силою Твоею совершилось. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, я призываю кровь Иисуса Христа и покрываю это собрание кровью Иисуса Христа, кровью Агнца Божьего. Спасибо Тебе, Господь Иисус, что Ты благословил. Я благодарю Тебя за Твое благословение этого служения, этого собрания. И слава Тебе, Господь Иисус, во веки, во имя Христа. Аминь. Не знаю, можете лучше взять Новый Завет, а вот тебе еще очки надо, да? Вот тогда переводи так, как вы говорите, да? Послание Якова. Vēstule Jēkabam. 1 глава. 1. nodaļa. И 17 стих. 17. pants. Всякое даяние доброе. Viss, kas ir dots ar labu, И всякий дар совершенный. Ir katra dāvana ir pilnīga. Не сходит свыше от Отца Светов. Viņš nāk no augšienes, no svētā tēva, У которого нет изменения. un kuram nav izmaiņas, И ни тени перемены. un nekādu izmaiņu, un nekā. Писание говорит, Rakstos ir teikts, что человек не может ka cilvēks nevar, сделать добра, viņš nevar izdarīt labu, если не будет с ним, если не будет сопутствовать его сила Божия. ja viņu nepavadīs dievišķais spēks. Сила Божья есть Дух, Dieva spēks ir gars, и эта сила сопутствует Дух. un šo spēku vada svētais gars. И потому Писание говорит, невозможно человеку сделать добра, Un rakstos ir teikts, ka nav iespējams cilvēkam izdarīt labu, если сам Бог не будет этого делать. ja pats Dievs to nedarīs. Потому люди, бывает, стараются сделать добро. Un ir tad, kad cilvēki mēģina izdarīt kaut ko labu, Они даже думают, что они сделали добро. un viņi pat domā, ka viņi ir izdarījuši Но labu. нужно, чтобы сам Бог сделал добро. Bet ir vajadzīgs, lai pats Dievs to darītu. Потому что дар, он приходит этот от самого Бога. Jo šī dāvana nāk no paša Dieva. По-другому это говорится, без Божьей любви Un savādāk to var pateikt. Bez Dieva не mīlestības можешь, человек не может сделать добра. cilvēks nevar izdarīt labu. Любовь Божия есть Дух. Jo Dieva mīlestība tas ir gars. Это есть переживание нашего Духа. Tas ir pārdzīvojums mūsu garā. Это то, что мы переживаем внутри себя. Tas ir tas, ko mēs pārdzīvojam savā От iekšienē. этого переживания происходит действие. Un no šiem pārdzīvojumiem notiek darbība. И эти действия называются добро. Un šī darbība saucas labais. Сейчас я прочитаю Я сейчас прочитаю со 2 главы. Tagad es izlasīšu 2. pantu. Я начну со 2 стиха. Es sākšu ar 2. Желаете и не имеете. Jūs vēlaties, bet jums nav. Убиваете и завидуете. Jūs nogalināt un apskaužat И не можете достигнуть. un nevarat sasniegt. Припираетесь и враждуете. Jūs karojat un naidojaties, И не имеете. un jums nav. Потому что не просите. Tāpēc, ka jūs nelūdzat. Просите и не получаете. Jūs lūdzat un nedabūjat. Потому что просите не на добро, Jo jūs lūdzat nevis darītu labu, а чтобы употребить для ваших вожделений. bet lai to izmantotu jūsu iegribām. Писание говорит, просите не на добро. Un rakstos ir teikt, jūs lūdzat ne jau labajam. Здесь открываются 2 природы. Te atveras divas dabas. Она не просит у Бога, Viņa nelūdz Dievam, а если и просит, bet ja viņa nelūdz, то она просит не на добро, tad viņa lūdz tam, kas nav labs. а для употребления своих желаний. Bet lai varētu izlietot savas vēlmes. Человек просит у Бога, Cilvēks lūdz Dievam, чтобы употребить для самого себя, cilvēks lūdz Dievam, lai to izmantotu priekš sevis, для своих желаний. Слышите? priekš savām vēlmēm. Всякое добро, Viss labais, оно приходит от Бога. tā nāk no Dieva. Так? А тут сказано, что человек для своих желаний. Понимаете? Te ir teikts, ka cilvēks priekš savām vēlmēm. Если у человека нет добра, Ja cilvēkam nav nekā laba, значит и желания у него недобрые.
Tad arī šīs vēlēšanas viņam nav И labas. потому человек просит у Бога Tāpēc arī cilvēks lūdz Dievam не для того, что есть добро. nevis tas, kas ir labs. И потому Бог не отвечает. Tāpēc arī Dievs viņam neatbild. Сейчас я вам прочитаю еще. Читал. Вот здесь так. Это будет Евангелие от Марка, Tad būs Marka evaņģēlijs, 8 глава, 8. Nodaļa, 8. 32 стих и un 33. 2. pants un 33. И говорит, ну ладно так, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Un Pēters viņu apsaucot, sāka viņam runāt pretī. Потому что Иисус говорил, что он должен пострадать. Jo Jēzus viņam teica, ka viņam ir jāpacieš. И Петр отозвал его Un Pēters viņu atsauca и начал прикословить ему. un sāka viņam runāt pretī. Он же, взглянув на учеников своих, Un viņš paskatoties uz saviem mācekļiem, воспретил Петру, сказав: un viņš aizliedza Pēterim teikt. отойди от меня, сатана, Viņš teica, noejē no manis nostāvā, потому что ты думаешь не о том, что Божие, jo tu domā ne par to, kas ir но dievišķais, что человеческое. bet tas, kas ir cilvēciskais. Что Иисус сказал? Ko Jēzus teica? Он назвал человеческое мышление сатаной. Viņš cilvēciskās domas nosauca par sātaniskām. Потому Иаков пишет: Tāpēc arī Jēkabs raksta, просят не на добро. jo lūdz nevis labajam, Не может человеческое мышление совершить добро. jo nevar cilvēciskās domas izdarīt kaut ko labu. Потому что из грязи не выйдет чистота. Tur ir netīrumi, kas nāk no netīrumiem. Из чистоты не выйдет грязь. Un ir tīrība, kur neredz netīrumus. Положите что-нибудь в грязь и вытащите из грязи. Tad ielikt netīrumos un izvilkt no И netīrumiem. вы увидите, что это грязное. Un tad jūs redzat, ka tas ir netīrs. А возьмите грязное и в чистое, и вы увидите, что оно становится чистым. Un redziet, ieliekat netīro tīrajā, tad jūs Они ieraugat, ka tas ir tīrs. Они несовместимы друг с другом. Tie nav viens ar otru kopā saliekami. Потому что там, где есть грязь, Jo tur, kur ir netīrība, не будет чистоты. tur arī nebūs tīrības. Потому то, что связано с грехом, Un viss, kas ir saistīts ar grēku, оно не может угодить Богу. tā nevar izpatikt Dievam. Потому что святое не может выдать грех. Jo svētais nevar izdot grēku. Так же самое, как грех не может родить святое. Un tā arī kāpat kā grēks nevar dzemdināt svēto. То есть, что какой природа имеет, Un tas notiek tā, kuram kāda daba ir, то оно и рождает. to arī viņš dzemdina. Дьявол это знает. Un Sātans to zina. И потому он работает на человека Un tāpēc viņš strādā ar cilvēku через его природу, caur viņa dabu через его хотение. un caur viņa iegribām. Бог не дает нашей человеческой природе своих хотений. Tad Dievs nedod mūsu cilvēciskajai gribai savas iegribas. Дьявол дает нашей человеческой природе хотения. Sātans dod visas mūsu iegribas, mūsu cilvēciskajai dabai. А в Писании сказано, что Дух говорит Духу нашему, Un rakstos ir, ka Dievs runā ну, можно сказать, я встану, Духу нашему, Духу. mūsējām garam. Вот. Видите, кому говорит Дух? Lūk, kam runā gars, Святой. svētais. Он говорит возрожденному Духу. Un tas ir kas piedzimis gars no augšienes. Он дает хотение нашему Духу. Viņš dod iegribu mūsu garam. В Писании сказано, что Бог дает нам хотение. Rakstos ir teicis, ka Dievs dod mums gribēšanu. Так? Бог дает нам, значит, где Он дает нам хотение? Ko viņš dod mums gribēt? Он дает хотение в наш дух. Viņš dod gribēšanu mūsu garam. Только там можно узнать Его хотение. Un tikai tu vari iepazīt И вот, когда мы iegribas. просим от этих хотений, Un tad, kad mēs lūdzam no šīm iegribām, которые произошли от Божьих этих желаний в нас, да? kas ir notikušas pēc Dieva iegribām, Бог слышит нас. Dievs dzird mūs, Понимаете? Тогда мы получаем. tad mēs dabūjam.
А когда человек просит из своей человеческой нечистоты, Bet tad, kad cilvēks lūdz no savas cilvēciskā netīrība, из нечистоты не может выйти Святое Слово. un no šīm netīrumiem nevar iziet Dieva vārds. И как нечистое Слово может предстать пред Богом? Kā tad netīrs vārds var stāties Dieva priekšā? Оно не может пройти эти пути, чтобы достигнуть этой святости. Viņa nevar iziet cauri šiem ceļiem, lai sasniegtu šo В svētību. Писании сказано, что Божье Слово, Rakstos ir teikts, ka Dieva vārds, оно не возвращается назад, viņa neatgriežas atpakaļ. пока она не совершит то, для чего она есть. Kamēr viņa neizdarīs to, priekš kā viņa ir domāta. Куда возвращается Слово? Kur atgriežas vārds? Откуда оно сошло? Tātad no kurienes viņi nāk? Значит, на небо. Tātad uz debesīm. Значит, получается, чтобы Слово достигло неба, нужно Слово Божье. Tātad, lai vārds sasniegtu debesis, ir vajadzīgs Dieva vārds. Видите? Почему я часто об этом говорю? Kāpēc es to ļoti bieži runāju? Потому что так получается, Tāpēc, ka tā sanāk. что человеческие желания, Tāpēc, ka cilvēciskās vēlmes, они, получается, в человеке больше, viņi sanāk cilvēkā vairāk чем Божие. nekā Dieva. И человек хочет эти желания исполнить. Un cilvēks grib šīs vēlēšanās Он izpildīt. может сказать под впечатлением, Viņš var teikt pēc ietekmes, что он сделает так и так. ka viņš izdarīja tā un šitā. Понимаете? Но человеческие впечаtlения как начались, так и заканчиваются. Un cilvēka vēlmes, kā ir sākušās, tā arī viņas У beigsies. человека все имеет начало, имеет конец. Un cilvēkam ir sākums un ir beigas. Но то, что производит Господь, Bet to, ko dara kungs, оно не имеет конца. tam nav nekāda gala. Понимаете? Разница между ними. Jūs saprotat, kur ir starpība starp viņiem? Человек сегодня захотел. Человек сегодня захотел, Cilvēks šodien sagribēja, а завтра он уже не хочет. bet rīt jau viņš vairs to negribēs. А Божье сегодня хочешь, и завтра будешь. Bet dievišķais grib šodien un rīt. И последующий И будешь. верное. Понимаете? Оно не завершается. Tas nekad nebeidzas. Они разные между собой. Viņi ir dažādi savā starpā. Я просто скажу. Es jums vienkārši Когда teikšu, человек просит из желания своей человеческой природы, ja cilvēks lūdz no savas cilvēciskās dabas, потом он получить не может. tāpēc arī viņš neko nevar dabūt. Наша человеческая природа, Mūsu cilvēciskā daba, она может говорить, что она делает для добра. viņa var runāt, ka viņa dara to priekš Но в labā, ней нету добра. bet viņā nav šī И она laba, не сделает это добро. un viņa neizdarīs šo Вы labu. знаете, сколько людей готовы были жизнь за Иисуса отдать? Jūs zināt, cik daudz cilvēku bija gatavi atdot par Jēzu dzīvi, Понимаете? Пока не пришли испытания. kamēr neatnāca pārbaudījumi. И они побежали, ничего не сделали и не исполнили, Un понимаете? viņi aizbēga un neko А neizdarīja. это было их эмоциональное Tas переживание. bija понимаете? viņu emocionālais У pārdzīvojums, них не было этой силы. un viņos nebija šī spēka. Помните, Павел пишет, он говорит, что он готов отдать жизнь свою за Иисуса. Atcerieties, Pāvils rakstīja, ka viņš ir gatavs atdot savu dzīvību par Jēzu, Прежде чем это говорить, lai to runātu. он проходил трудности. Viņš gāja cauri grūtībām. И что с ним происходило через эти трудности? Un kas ar viņu notika caur šīm grūtībām? Он изменялся. Viņš izmainījās. Понимаете? И в нем Христа было больше и больше. Un tad viņā bija Kristus vairāk un aizvien vairāk. Он же был зрелый. Viņš taču jau bija pieaudzis. Понимаете? И он понимал, что он говорит. Un viņš saprata, par ko viņš runā. Он это сказал сегодня, Viņš to teica šodien, он потом это говорил, un viņš arī to pēc tam и teica. потом он доказал это. Un to viņš arī pēc tam Его pierādīja. же убили за Слово Божие. Un tad jau viņu bija nosituši par Dieva vārdu. То есть это есть движение Бога. Lūk, tā ir kustība Dievā. Еще что я скажу. Еще что я скажу. Ko es vēl jums teikšu? Дьявол никогда не дает семени. Tad Sātans nekad nedod šo sēklu. Он сразу дает плоды. Viņš uzreiz dod augļus. Он сразу человек дает большие планы, Un cilvēkam uzreiz dod lielus plānus, просто решаемые kas ir vienkārši и atrisināmi. быстро достигаемые. Bыстро Un to достигаемые. mēs ātri sasniedzam. Почему? Он Kāpēc? знает слабый человек. Jo viņš zina cilvēka vājās vietas. Какой человек такого не хочет? Un kāds cilvēks to negribēs? Понимаете? Господь так не делает. Dievs tā nedara. Он человеку дает семечко, Dievs dod cilvēkam sēklu. а уже это семечко, оно даст всход,
Un šī sēkla dos šo asniņu, и потом только будет плод. un tikai pēc tam būs šis augurs. Бог начинает с малого. Dievs sāk ar mazāko. И Он не дает человеку сразу больших предложений. Un viņš nedod lielus piedāvājumus uzreiz cilvēkam. Если Он скажет человеku, ты будешь служить, Ja viņš saka, cilvēku, tu kalposi, значит, человек должен понять, tad cilvēkam ir что jāsaprot. Бог ему сказал, впереди тебя большие трудности. Tas nozīmē tas, ka tev priekšā būs liela А когда grūtība. дьявол предлагает, Bet tad, kad tev sātans to piedāvās, все будет хорошо, tad viss būs labi. с тобой ничего не произойдет, Ar tevi nekas nenotiks. тебя ничего не коснется. Un tev nekas Ты nepieskarsies. же верующий Tu taču esi ticīgais и обманывай человека. un apmāna cilvēku. Потому что человек не хочет терпеть. Un tāpēc arī cilvēks negrib paciest. Понимаете? Он хочет все просто. Viņš grib visu vienkārši. И дьявол это знает. Un sātans to visu zina. Понимаете? И он обманывает человека. Ir normāli būt par cilvēku. Обманывает. Viņš apmāna cilvēku. Понимаете? То есть и человек на это ведется. Un cilvēks uz to iekrīt. И он начинает в это верить. Un viņš sāk tam ticēt. Один человек слышал голос сатаны. Viens cilvēks dzirdēja sātana balsi. Он сказал, настолько красивый, Un viņš teica, ka tas ir tik skaists. что он, будучи служителем, Un viņš būdams kalpotājs. понимаете, и он говорит, что он начал ему верить. Un viņš sāka viņam ticēt. Пока его, я не помню, кто, или ангел, или что его одернуло, понимаете? Es jau neatceros, kas viņu tur izglāba. Tur eņģelis viņu tur atvilka vai kā. Понимаете? То есть, знаете, почему я это говорю? Ziniet, kāpēc es Или jūs вы to уже saku? догадываетесь? Jūs jau varat iedomāties. Дьявол так говорит, Sātans tā runā красиво и сладко. ļoti skaisti un saldi. Так как тяжело ему не поверить. Un ir grūti viņam nenoticēt. Понимаете? Поэтому будьте осторожны. Tāpēc esiet uzmanīgi. Вот делает человеку предложение. Lūk, sātans tur dod priekšlikumu И cilvēkam. он делает предложение то, что человек хочет. Un viņš dara tādu priekšlikumu, ko cilvēks grib. И человек начинает просить. Un cilvēks sāk lūgt. Потому он от Бога и не получает. Tāpēc arī viņš no Dieva to nedabū. Как я понимаю то, что приходит от Бога, Kā es saprotu, kas atnāk no Dieva? оно прежде всего приходит для того, Viņa vispirms nāk tāpēc, чтобы человек этим прославил Бога. lai viņš ar to slavētu Dievu. Понимаете? Бог не делает ничего без своей славы. Dievs neko nedara pēc savas godības, bez savas. Потому бывает прославить Иисуса, Ir tad, kad tu slavē Jēzu, надо посмотреть, а есть ли там работа Иисуса. un ir jāpaskatās, vai tur ir Jēzus darbs. Ведь видимые добрые дела могут делать многие люди. Tad labos darbus var darīt arī daudzi cilvēki. Понимаете? А настоящее добро Bet īsts labais делает Святой Дух. dara svētais gars. Потому без Духа Святого не увидишь дел. Un bez svētā gara tu neieraudzīsi šo darbus. По-другому, если человек находится в Духе, он не увидит. Tad savādāk to var pateikt tā, ja cilvēks neatrodas garā, viņš to neieraudzīs. Поэтому нам нужно пребывание в Духе, Es domāju, ka mums ir jābūt garā то мы могли бы различать un atšķirt голоса. balsis. Потому что если Бог даст что-то понятие человеку какое-то, да, в сердце. Ja Dievs dos kaut ko saprast cilvēkam sirdī, Да, слушайте, мне такой бывает вопрос к Богу. klausieties, man dažreiz ir tāds jautājums pie Dieva. Говорю, Господь, Es saku, kungs, но ведь не всякое сердце правильное у верующих-то. un ne jau katra sirds ir pareiza ticīgajiem. Есть плоть, есть дух. Ir, kad viņš ir tāds miesīgs un ir, kad ir gars. Ты как понять движение сердца? Un kā tu saprast šo sirds kustību? Есть сердце духовное, Ir garīga sirds есть сердца плотские. un ir tādas miesīgas Чистое sirds. сердце, Tīra sirds, которое полностью принадлежит Господу, kas pilnībā pieder Dievam. оно есть духовное сердце. Viņa ir garīgā В sirds. таком сердце исходит желание Бога. Un no tādas sirds iznāk sirds vēlēšanās. А есть плотское сердце, Bet ir tāda miesīga sirds. из них выходят плотские желания. Un no šīs sirds iznāk tādas miesīgas domas. Человек может сказать, нет, у меня чистое сердце, я слышу Бога. Cilvēks var teikt, man ir tīra sirds, es dzirdu Dievu. Откуда глупые мысли? No kurienes tad tev tās muļķīgās domas? Может тебя сейчас ударить человек? Если сейчас тебя ударит человек.
Ударит тебя человек сейчас. Ja tev ir cilvēcis, Возьмет и ударит, понимаете? un tev paņem un iesit. Ну и как? Un kā tu? Твое чистое сердце сработает. Vai tava tīrā sirds nostrādās? Почему я так говорю? Когда человек ударит, тяжело. Un kāpēc es jums to saku? Ja cilvēkam iesit, tas ir grūti. Я был в такой ситуации. Es biju tādā situācijā. Вот. Если Бог меня остановил бы, Ja Dievs mani nebūtu я apstādinājis, забыл бы, что я христианин, понимаете? es biju piemirsis, ka es esmu kristietis. Потому что там срабатывало что-то другое в человеке. Un tur kaut kas cits nostrādāja Даже, cilvēkā. наверное, самозащита, что ли. Tur tāda aizsardzība. Вот. То есть я хочу сказать, видите сердце? Ko es gribu teikt? Lūk, redzat sirds. Но если сердце не видит врага Ja sirds neredz ienaidnieku в человеке, cilvēkā, вы слышите меня? Если человек не видит врага в человеке, ja cilvēks neredz ienaidnieku savā sirdī, вы сейчас просмотрите, как вы видите ваших врагов. jūs tagad pārskatiet, un kā jūs redzat savus ienaidniekus. Если бы этот враг пришел бы к вам, Ja tas ienaidnieks tagad atnāktu pie прямо вот jums, сейчас пришел, tieši tagad atnāktu сел бы рядышком, un apsēstos jums blakus, как, что бы у вас сработало бы? kas jūsos nostrādātu? Проблема в том, что человеческая природа, Problēma ir tur, ka cilvēciskā daba, она духовно вообще ничего не видит. viņa garīgo vispār neko Она neredz. видит все физически. Viņa redz tikai fiziski. И потому, когда приходит человек, Un tad, kad atnāk šis cilvēks, она не различит, с чем он пришел. viņa neatšķirs, kā tas cilvēks ir atnācis. Понимаете? Она только различит то, как он пришел. Bet viņa atšķirs tikai to pēc sejas, kāds viņš ir atnācis, Как он выглядит, как kā он viņš смотрит. izskatās. Понимаете? Вот. А тот, кто хоть немного есть духовно, да, Bet tas, kas ir kaut drusciņ garīgs, тот будет смотреть действия. tas skatīsies uz darbību. И он отличит, Un viņš atšķirs понимаете, человека от духа. cilvēku no gara. И он различит, когда через него Святой Дух, Tad viņš atšķirs, vai caur viņu svētais gars, а когда нет Святой Дух. bet kad nav svētais И gars. он не будет судить человека, Un viņš nesodīs cilvēku, если произошло плохое. ja ir noticis kas slikts. Но он будет сражаться с Духом, который сделал это плохое. Un tad viņš cīnīsies ar garu to, kas ir izdarījis sliktu. Я вам говорю не теорию. Es jums nerunāju tagad teoriju. Если бы я это на жизни не знал бы, да, Ja es savā dzīvē to visu nezinātu, я бы вам этого не рассказал. tad es jums to vispār nestāstītu. Я знал одну сторону, Es zināju vienu pusi, когда если бы Бог меня не остановил бы, я забыл бы, что я христианин. un ja Dievs man nebūtu apstādinājis, un es būtu aizmirsis vispār, ka es esmu kristietis. И другую сторону, когда мое сердце было как христианин, Un otru pusi, kad mana sirds bija kā kristietim, понимаете, независимо от того, что происходило снаружи. un neatkarīgi no tā, kas notika ārpusē. Потому что я понимаю, кто это делает. Jo es ļoti labi sapratu, kas to dara. Я понимаю, что это дьявол все делает, понимаете? Jo es sapratu to, ka to dara visu sātans to dara. Когда распинали Иисуса, кто эту работу все делал? Kad cita krustā Jēzu, kas to darbu Что visu вы dara? думаете, что это те люди, которые там были? Jūs domājat, ka tie cilvēki to darīja? Kas Это to дьявол visu- поднял людей. Tas cilvēks visu sacēla cilvēkus pret Правда, Jēzu. проблема у него через это получилась. Protams, viņam ar to sanāca problēma. Распяв Иисуса, Sitot Jēzu krustā, он распял самого себя. viņš iesita krustā arī pats sevi. Потому что Иисус распял грехи. Jo Jēzus sita grēkus krustā, И умертвил эти грехи. un visi tie grēki tika nomiruši. И в этом он проиграл. Un tajā arī viņš zaudēja. Потому видите, две природы. Lūk, redzat, te ir divas dabas. Как понять? Я часто объяснял, как понять. Es ļoti bieži esmu paskaidrojis, kā to saprast. Вначале Sākumā у человека может получаться, не получаться. cilvēkam var sanākt un var nesanākt, Но он учится bet viņš mācās на том, что не получилось. uz to, kas nav sanācis. Он учится, почему у него не получилось. Un viņš mācās, kāpēc viņam tas viss nesanāca. Когда у него получилось, Tad, kad viņam sanāca, он тоже учится. tad arī viņš Потому mācās. что он понимает, почему получилось. Un tāpēc, arī, kad viņš sāk saprast, kāpēc viņam sanāca. Бог говорит, все будет хорошо. Dievs saka, viss būs labi. Дьявол говорит, все будет плохо.
Bet Sātans saka, ka tev būs slikti. Но и дьявол может прийти и сказать, все будет хорошо. Bet arī Sātans var atnākt un pateikt, ka viss būs labi. И как это отличить? Un kā to visu atšķirt? Как все-таки по-настоящему будет? Un kā tev būt? Это целый процесс. Jo te ir vesels process. Это не год, не два. Tie nav ne gads, ne vien. Это время. Tas ir laiks. Пока сердце человека, Kamēr cilvēka sirds оно не станет духовным. nekļūs garīga. И когда человек начнет отличать Бога от Небога, Un tad, kad cilvēks sāks atšķirt, kas ir Dievs un kas nav Dievs, надо иметь такую внимательность ir jābūt tādai uzmanībai к своему сердцу. pret savu sirdi. Эта внимательность должна быть в самом сердце. Šai uzmanībai ir jābūt pašā sirdī. Ты сердцем смотришь, что делается в твоем сердце. Tu ar sirdi skaties, kas notiek tavā sirdī. Там мудрость, Tur ir gudrība, чтобы понимать, что происходит в твоем сердце. lai izprastu, kas notiek tavā sirdī. Понимаете? И если ты начинаешь понимать немножко свое сердце, Un, ja tu sāk maz drusciņ kaut izprast savu sirdi, тогда получается, что когда приходит предложение, un sanāk tā, tad, kad atnāk šis piedāvājums, ты испытываешь это предложение. tu pārbaudi šo priekšlikumu. Испытывайте духа в Писании. Un rakstos ir teicis, pārbaudiet garā. Ты испытываешь. Как испытывать? Tu pārbaudi to, bet kā to pārbaudīt? Спрашивайте. Prasiet. Понимаете? Когда вы спрашиваете, Tad, kad jūs prasat to, то же самое надо быть внимательным, чтобы слышать. un jābūt tajā brīdī uzmanīgam, lai to sadzirdētu. Вы знаете, бывали люди в плохих состояниях. Ziniet, cilvēki bija sliktā stāvoklī, Я молился Богу. un es lūdzu Dievu. Чтобы молиться Богу, Un, lai lūgtos Dievam, мне нужно было знать, будет ли жить человек или не будет. man bija jāzina, vai cilvēks izdzīvos vai neizdzīvos. Если Бог мне отвечал, что он будет жить, Ja Dievs man būtu atbildējis, kad viņš dzīvos, я молился, чтобы... Я молился за этого человека, чтобы Бог его там исцелил или что там с ним связано. tad būtu lūdzies par to cilvēku, lai Dievs tur dziedina un tā tālāk. Но бывают такие вещи, что он говорит, и ты можешь просто пропустить, хотя вроде я понимаю, как он говорит. Un ir dažreiz tā, kad tu nesaproti, tu palaidi garām tās lietas, par ko viņš runā. Особенно если ты не успел хорошо отделиться. Un sevišķi tad, kad tu neesi labi atdalījies tajā brīdī. Потому что, получается, ты можешь не понять, что Господь говорит. Sanāk tā, ka tu tajā brīdī nevari saprast, ko Даже Dievs runā. тогда, когда ты его слышишь. Un pat tad, kad tu viņu pat dzirdi, Он говорит, как меня узнать? un saka, kā mani atpazīt, Говорит, любящие меня, tad mīlošais man верующие меня. un ticīgais Они man, узнают меня viņi mani atpazīs по голосу моему, pēc mana balss, потому что они любят меня. tāpēc, ka viņi mīl mani. Есть грех в сердцах людей, Ir grēks cilvēku sirdī, который mешает им слышать Бога. kas viņiem traucē sadzirdēt Dievu. Это грех себялюбия. Un šis grēks ir pašmīlība. Люди очень много отдают внимания самим себе. Cilvēki ļoti daudz laika atdod priekš sevis pašiem. Отдайте себя Господу Atdodiet sevi kungam и идите к познанию Господа, un ejiet pēc atpazīšanās pēc Dieva, чтобы Господь lai kungs занимал бы ваши мысли. aizņemtu jūsu domas. Зачем вы думаете, что вы завтра будете делать? Kāpēc jūs domājat par to, ko jūs rīt darīsiet? Зачем вы сегодня ваше время занимаетесь тем, думая, что вы будете делать завтра? Kāpēc jūs šodien aizņemat savu laiku, domājot par to, ko jūs darīsiet rīt? Завтра оставьте на завтра. Rītdienu atstājiet uz rītdienu, А это время отдайте Господу. bet šo laiku atdodiet kungam. Потому смотрите, Tāpēc skatieties, как вы поняли, есть два прошения. kā jūs sapratāt, ir divas lūkšanas. Определить молитву, в духе ты или нет, тоже не могу объяснить.
Lai to saprastu lūkšanu garā, es jums to arī nevaru paskaidrot. Я только одно могу сказать. Es tikai vienu jums varu teikt. Если твоя молитва сопровождается благодарением, Ja tava lūkšana tiek pavadīta ar pateicību, искренним благодарением, ar patiesu pateicību, значит, ты получил то, что просил Господь. tad tu esi dabūjis to, ko tu esi lūdzis Dievam. Значит, ты поверил. Tad tu esi noticējis. Вот это я могу сказать. To es jums varu pateikt. А остальное, все свои пути. Bet pārējais viss savus ceļus. Потому что сейчас я хочу немножко рассказать, сегодня же день рождения нашего служения, да? Šodien es jums gribu pastāstīt jums par to, jo ir dzimšanas diena mūsu dievkalpojumam. Я как раз расскажу сейчас, как раз подходит к тому, как это служение началось. Es tagad jums pastāstīšu par to, kā šī kalpošana sākās. Я никогда не знал Бога. Es nekad nepazinu Dievu. Я занимался плохими делами. Un es nodarbojos ar sliktām lietām. Где-то нравились они мне. Kaut kur šīs lietas man patika. Работать не надо. Nevajadzēja strādāt. Где-то не нравились, понимаете? Kaut kur arī viņi mani Не nepatika. нравились они начали после того, когда я прочитал Новый Завет. Sāka man nepatikt šīs lietas visas, tad, kad es izlasīju jauno derību. Потому что я не встречал ни одного евангелиста. Jo es nebiju saticis nevienu Я не evaņģēli встретил ни одного верующего. un nevienu ticīgo. На моих путях они не встречались. Kaut Понимаете? kā viņi manā ceļā negadījās. Ну вот, дали мне Новый Завет, Un понимаете? lūk, iedeva man jauno derību, И как-то я захотел его прочитать. un kaut kā man sagribējās viņu И izlasīt. вот я прочитал его. Un es viņu izlasīju. И потом я начал искать Бога. Un pēc tam es sāku meklēt Dievu. Как я искал его везде. Es viņu meklēju visur. Я хотел эти индийские штуки эти покупать, читать, Es понимаете? gribēju to indiešu lietas, kas tur lasīt. Даже из близких людей нашлись люди, которые ходили к свидетелям Иеговы. Un bija cilvēki, kas bija Jehovas liecinieki. Но они мне дали журнал почитать. Un viņi man iedeva tādu Я не žurnālu. согласился с ним. Bet es tam nepiekrītu. Я человек, который никогда не слышал про Иисуса. Un es biju cilvēks, kas nekad nebija dzirdējis par Но Jēzu. я не согласился. Bet es tam visam nepiekrītu. Я начал читать Библию, Un es sāku lasīt Bībeli, потому что дали мне Библию. jo man bija И iedevuši Bībeli. когда я открыл Библию, читал ее, Un tad, kad es atvēru Bībeli un sāku lasīt, я подумал, о, это то, что я искал. un lūk, tas ir tas, ko es meklēju. Это сейчас я понимаю, что я искал, понимаете? Tikai tagad es saprotu, ko es А toreiz тогда meklēju. даже, вот это я поняв внутри, Un to saprotot savā iekšienē, понимаете, я даже не понял, что я просто искал настоящего Бога. Понимаете? es pat nesapratu to, ka es meklēju īsto Dievu. А здесь я читал, что надо делать, как правильно. Bet te es izlasīju, kā ir jādara un kā ir И pareizi. внутри я находил согласие, я этого хотел. Un savā sirdī es atradu šo piekrišanu. То есть моя внутренность узнала Бога. Un mana iekšiene iepazina Dievu. Но я так евангелистов не встретил. Un tā arī es šos evaņģēlistus nezatiku. Мы начали говорить про Иисуса. Mēs sākām runāt par Jēzu. Мы не знали, что такое крещение. Un mēs nezinājām arī, kas ir tāda Мы не знали, kristīšana. что такое покаяние. Un nezinājām, kas ir tāda grēku nožēlošana. Но Бог сделал свою работу. Bet Dievs izdarīja savu darbu. И получилось, что Он совершил покаяние. Un sanāca tā, ka viņš izdarīja šo grēku Я nožēlošanu. каялся без посредников людей. Es nožēloju grēkus bez kādiem cilvēkiem. Я целый месяц исповедовался перед Богом. Un es veselu mēnesi izsūdzēju grēkus Я ему Dievam. рассказывал про свои грехи. Un stāstīju viņam par saviem И grēkiem. я отрекался от своих грехов. Un es atteicos no saviem grēkiem. Вот. Потом я начал уже проповедовать. Bet pēc tam jau sāku sludināt. Я евангелистов никого не встречал. Un nevienu evaņģēlistu es līdz tam vēl nebiju atkal Но я sācis. общался с Богом. Bet es saistījos ar Dievu. Я с ним разговаривал. Es ar viņu sarunāju. Я тогда еще не понимал, что он начал со мной общаться. Es tad pat īsti nesapratu to, kad viņš jau sāka ar Но mani я saistīties. как-то начал в сердце понимать, что надо делать. Es tikai sāku saprast savā sirdī, kas man ir jādara. Вот. И потом люди стали приходить. Un pēc tam cilvēki sāka nākt. Я начал рассказывать про Иисуса. Un es viņam sāku stāstīt par Jēzu. Со мной боялись разговаривать люди. Ar mani baidījās runāt Я cilvēki. начинал говорить и начали верить.
Es sāku runāt, un viņi jau sāka ticēt. Ну вот, начали мы собираться. Un tad, lūk, mēs sākām savākties kopā. Потом я узнал, что есть церковь. Pēc tam es uzzināju par to, ka eksistē baznīca. Я просто послал в церковь людей. Un es sūtīju uz šīm baznīcām cilvēkus. И они пришли рассказать, что там делается. Un viņi atnāca un pastāstīja, kas tur notiek. И я внутри понял, что это Божья церковь. Un es savā iekšienē sapratu, ka tās ir Dieva baznīcas. Это в то время, когда мы уже были возрождены свыше, крещены и так далее. Un tas bija tajā laikā, kad mēs bijām jau kristīti un no augšienes piedzimuši. Вот. И получалось, что... почему я это говорю сейчас? Kāpēc es to tagad jūs saku? Я по-другому могу вам объяснять. Es tagad jūs to savādāk varu paskaidrot. Как приходить Kā nākt в общение с Богом. Saistībā ar Dievu. Вы все учитесь через человека. Jūs visi mācāties А caur я cilvēku. этого не знал. Bet es to nezināju. Я никогда не учился через человека. Es nekad caur cilvēku nemācījos. Вот мне Дух объяснял Библию, понимаете? Man, lūk, Bībelē gars paskaidroja Bībeli. Понимаете? Я приходил и разговаривал с ним. Es nācu un sarunājos ar viņu. Понимаете? Он обличал меня. Viņš man atklāja manus grēkus Строил меня, понимаете? un cēla mani. И потому то, что произошло со мной, Un tas viss, kas notika ar mani, я стараюсь рассказать вам. es cenšos to pastāstīt jums. Потому бывает, может, непонятно, как я говорю. Ir dažreiz mēdz būt, kad kaut kā neskaidri es to runāju. Я не знаю, как идти к Богу, не общаясь с Богом, понимаете? Es nezinu, kā iet pie Dieva, ja nav saistība ar У Dievu, меня этого не было. jo man tas nebija. У меня не было, что я ходил и не общался с Богом. Man nebija tā, ka es gāju un nesaistījos ar Dievu. Это у меня было почти в начале, я же никого не знал. Tas man jau bija sākumā. Es taču nevienu nepazinu. Я вот так разговаривал с ним. Un lūk, es tā arī sarunājos ar viņu. Мне открывались небеса, я с ним разговаривал. Man atvērās debesis un es ar viņu runāju. Но я часто понимаю, что небеса открылись. Man toreiz ļoti bieži debesis А atvērās. тогда я не понимал. Bet tad es to neizpratu. Понимаете? И потому я вам так объясняю. Tāpēc arī jums es tā paskaidroju. Я хочу, чтобы вы поняли меня. Es gribu, lai jūs mani saprastu. Без того, если вы не найдете общение с Богом правильное, Bez tā visa jūs neatradīsiet pareizu вы saistību не ar Dievu. возрастете. Jūs neaugsiet. Вы будете правильно говорить, Jūs runāsiet pareizi, но вы не сможете правильно жить. bet jūs nevarēsiet pareizi dzīvot. Чтобы правильно жить, эта жизнь должна быть внутри. Tad, lai pareizi dzīvotu, šai dzīve ir jābūt И iekšā. этой жизнью, которая внутри, Dzīvi, kas ir iekšā, надо потом двигаться ir jāiet и ходить. uz priekšu. Понимаете? И потом, если когда человек начинает слышать, Un tad, kad cilvēks sāk sadzirdēt, потом придет дьявол. pēc tam atnāk Он тоже sāpes, будет разговаривать. un viņš arī runās. Потом еще какие-то голоса будут. Un pēc tam vēl kaut kādas balsis nāk. И среди этих голосов потом придется различать, где Божий голос. Un caur šo balsu starpā būs jāatšķir, kur ir Dieva Просто balss. есть люди самонадеянные. Ir cilvēki, kas paļaujas uz sevi. Она говорит, мы так любим Бога, что мы не ошибемся. Viņi domā tā, mēs tā mīlam Dievu, ka mēs nekļūdīsimies. Слушайте, всем сердцем ли вы любите Бога? Klausieties, vai ar visu sirdi jūs mīlat Dievu? Почему вы обижаетесь? Kāpēc jūs apvainojaties На человека, uz cilvēku, на которого Бог не обижается. uz kuru Dievs neapvainojas? Поэтому будем осторожны в своих суждениях о самих себе. Tad būsim ļoti uzmanīgi par savu tiešāšanu, par Поверьте. pašiem par sevi. Поверьте, когда Бог начнет открывать нас, Tad, kad ticiet man, kad Dievs sāks atvērt mūsu pašus, я Богу сказал, Бог мой, это я. un es Dievam teicu, Dievs mans, vai tas esmu es? У меня было служение, все, понимаете. Man bija tur kalpošana un viss. Люди из городов приезжали. Cilvēki no citām pilsētām brauca. Исцеление и так Un далее. bija понимаете. dziedināšanas un tā А tālāk. потом оказалось, Дух-то через меня работает, Izrādījās, Dievs strādā, tas gars strādā caur mani. Дух через меня говорит, Un gars runā caur потому mani. что Бог меня научил не подключать разум. Jo Dievs mani iemācīja nepieslēgt Но savas разум smadzenes. мой был человеческий, Tad, bet saprāts mans taču bija cilvēks. я не мог так жить. Un es nevarēju tā dzīvot. Понимаете? И когда я увидел под светом Божьим, что я не могу так жить,
Un tad, kad es ieraudzīju to Dieva gaismā, kad es nevaru tā dzīvot, я начал молиться, чтобы Бог научил бы меня жить. un es sāku lūgties par to, lai Dievs mani iemāca kā Я dzīvot. испугался, Es nobijos, что так я могу потерять Иисуса. kad tā es varu pazaudēt Jēzu. Я понял, ты можешь сделать много, могут быть много людей спасенные. Tu vari darīt, es sapratu to, ka var darīt daudz, un daudzi cilvēki var būt pestīti, А сам ты не перерожденный в своем разуме. bet tu pats nesi piedzimis savā saprātā no jauna. Вы здесь знаете мое служение, вы же Jūs taču помните, zināt, да? manas Я говорю о том времени, когда я приезжал сюда к вам, понимаете? Es runāju tagad par to laiku, kad es braukāju tur. Помните, как сходил Дух Святой, помните? Jūs atceraties, kā bija svētais Все мы gars? это сами переживали, сами помните. Un jūs to visu pārdzīvojāt. И вот тогда он мне это открыл, Un tajā laikā man tas atvērās. понимаете? И потому я понимаю, что нам важно, чтобы наша внутренность изменилась бы Богом. Un mums ir svarīgi, lai mūsu iekšiene izmainītos Dievā. Поэтому мне, честно скажу, мне все равно, как обо мне скажут. Un, godīgi sakot, man ir vienalga, ko par mani teiks. Я стараюсь пребывать внутри себя Es cenšos būt savā и iekšienē рассматривать мое сердце, un pārskatīt savu sirdi, как оно отвечает, kā viņa atbild, следить за своими эмоциями, un sekot savām emocijām, чтобы зло не ответило на зло. lai ļaunais neatbildētu ar ļaunu. Я вот этим занимаюсь. Lūk, es ar to nodarbojos. И потом могу, когда сказать, человек может сказать, смотрите, какой он злой. Citreiz cilvēks var pat paskatīties, cik viņš ir dusmīgs. Я смотрю внутри, чтобы не задеть человека, Es skatos, lai neaizskartu cilvēka iekšieni, потому что это есть грех. jo tas ir grēks. Если мои эмоции сработали, я тут же каюсь, тут же. Ja manas emocijas ir nostrādātas, es uzreiz nožēloju grēkus. Поэтому я вам это тоже рассказываю, понимаете? Tāpēc arī es jums par to stāstu, Чтобы сохраняться. lai saudzētos. Потом пусть Господь благословит. Tāpēc, lai Dievs jūs svētī. И вот так родилось это служение. Un lūk, tā piedzima šī kalpošana. Сейчас есть люди, которые ушли, у них свои служения. Un tagad ir cilvēki, kas jau ir aizgājušies prom no šejienes, un viņiem ir sava kalpošana. Но куда бы они ни ушли, Bet lai kur viņi neaizietu, они через это служение. viņi ir piedzimuši caur šo kalpošanu. Хотя некоторые стараются не очень упоминать об этом. Bet cits cenšas to īpaši nepieminēt. Честно скажу, я не понимаю, почему. Es godīgi sakot nesaprotu, kāpēc. Ты все равно вышел отсюда. Tik un tā, tu esi iznācis no šīs kalpošanas. Понимаете? И я Бога благодарю, Un es Dievam pateicos, что Он дал этому служению родиться. ka Dievs deva šai kalpošanai piedzimt. Я верю, что мы еще увидим Его славу. Es ticu tam, ka mēs vēl ieraudzīsim viņa godību, Славу, которую я бы назвал подъем. kas godība, kas pacels šo kalpošanu, Что Бог подымет, ka Dievs pacels понимаете, на свои высоты. uz saviem augstumiem. Я жду Его высот. Es gaidu viņa augstienes. Понимаете? Раз я сказал, Господь, почему вот так у меня произошло? Un reiz es teicu, kungs, kāpēc man tā notika? А он мне ответил, Viņš man atbildēja, если бы этого не произошло, ja tas tā nebūtu noticis, ты бы и сегодня меня не знал бы. tad tu uz šo dienu mani Ты nezinātu. бы обо мне говорил бы, Tu par mani runātu, но ты бы меня не знал бы. bet tu mani nezinātu. Я сказал, Господь, спасибо тебе за все трудности. Un es viņam teicu, Dievs, paldies tev par visiem šīm grūtībām. Потому что через эти трудности, Un tāpēc arī caur visām šīm grūtībām, по Божьей благодати, pēc Dieva labvēlības, я могу рассказать, кто такой Иисус. es varu pastāstīt, kas ir tāds Я Jēzus. могу видеть ошибки людей в выхождении, Es varu ieraudzīt cilvēku kļūdas viņu iešanā, потому что сам ходил и были ошибки. jo es pats gāju un man bija šīs kļūdas. И как Бог исправлял меня, Un tad, kad Dievs mani izlaboja, так я пробую исправлять других. tāpēc tā arī es gribu izlabot citus. Потом будьте благословенны. Tāpēc esiet svētīgi. Сердце понимать, Ar sirdi saprast, на это нужна наука, tur ir vajadzīga zinātne, научиться. iemācīties. Сердце отделить, чтобы оно, сердце отделить,
lai sirdi atdalītu, чтобы оно хотело бы только Иисуса. lai viņa gribētu tikai Jēzu. Когда сердце твое в полном переживании, Tad, kad tavas sirds ir pilna pārdzīvojuma, согласно на страдания, ir piekritusi, lai ciestu, если угодно Иисусу. ja tas ir labpaticies Jēzum. Вот тогда я скажу, это сердце отделилось для Иисуса. Un tad es jums saku tā, ka šī sirds ir atdalīta priekš Jēzu. А если человек боится терпеть, Bet ja cilvēks baidās paciest, то он не достигнет. tad viņš nesasniegs. По идее, терпеть за Иисуса, Tad pēc idejas ciest par Jēzu, Писание говорит, что мы должны радоваться. rakstos ir teikts, ja mēs ciešam par Jēzu, mums ir То jāpriecājas. есть это должно приносить нам радость. Tas ir jāatnes mums priekam, Я это делаю. jo es tā daru. Когда Бог мне открыл вот это, я увидел. Tad, kad man Dievs atvēra to, es visu to А ieraudzīju. я увидел, что пришла трудность. Ох, спасибо тебе, Господь. Un es ieraudzīju, atnāca grūtības, un es teicu, Dievs, paldies Tev par to. Бог дал силы Dievs deva spēku, пройти трудность iet cauri šim и через grūtībām, это свои силы обновить меня. un caur to atjaunot savus spēkus Dievam. Я хочу больше знать Иисуса. Jo es gribu vairāk iepazīt Jēzu. Вы знаете, чтобы жизнь не пролетела ваша, Jūs zināt, lai dzīve neietu garām, как миг. kā mirklis. Миг, да? Вот. И потом сказал, я все пропустил. Un pēc tam teiktu, es visu palaidu garām. А чтобы когда твои дни становятся больше, да, Bet tad, kad tava dienas kļūst vairāk, то и ты становился бы мудрее. tad tu kļūsti gudrāks. Чтобы твоя мудрость была бы Христос. Lai tava gudrība būtu Kristus. За 5 минут можно спасти жизнь человека. Pa 5 minūtēm var izglābt cilvēka dzīvību. Где может быть больше богатства, скажи? Kur tad var būt lielākas bagātības? Деньги, они не спасут ни миллиона, ни триллиона, ничего не спасут. Nauda tā vai miljoni vai kas tur nebūtu, tā neglābs cilvēka dzīvību. А за 5 минут Bet pa 5 minūtēm можно спасти жизнь человека. var izglābt cilvēka dzīvību. Я видел, как люди спасаются. Es redzēju to, kā cilvēki Вы izglābās. здесь сидите, я помню, как люди спасаются. Es atceros to, ka cilvēki tika izglābti. А теперь вы знаете Иисуса. Un tagad jūs pazīstat Теперь Jēzu. вы верите в Иисуса. Un tagad jūs ticat Jēzum. Вы служите Иисусу. Un jūs kalpojat Jēzum. А я сначала оказался с этим человеком не очень. Bet es to sākumā ar to cilvēku nevisai. Понимаете? Но ничего, потом, видите, Bet nekas. стал нормальным, Tagad es redzu, es esmu kļuvis normāls. когда приняли Иисуса. Tad, kad es pieņēmu Jēzu. То есть пусть нас всех Господь благословит. Lai Dievs mūs visus svētītu Сегодня благословенный день. caur Dieva Вы labvēlību. знаете, мне сегодня казалось, что вот что-то сегодня, ну вот знаете, люди ждут праздников, да? Man šodien tā izlikās, ka cilvēki gaida svētku. А я еще думал, а что у них, что они не готовятся? Bet kāpēc tad viņi negatavojas? Потом я вспоминаю, ой, а у них-то чего, это же у нас праздник, понимаете? Kas tad viņiem? Mums taču ir šie svētki. Но я верю, что Господь что-то приготовил. Es ticu tam, ka Dievs mums ir kaut ko И sagatavojis. мы сегодня это получим. Un mēs šodien to dabūsim. Те, кто свои сердца приготовил, Tie visi, kas savas sirdis ir те sagatavojuši, сегодня обязательно получат. tie obligāti šodien to saņems. Иисус говорит, я слышу молитву, Jēzus saka, es dzirdu lūgšanu, исходящую из сердца, kas iziet no sirds, которую любит меня kas mīl mani и доверяет мне. un uzticas man, Ищущий меня kas meklē mani, найдет меня. atradīs mani. Потому Господь говорит, Tāpēc arī kungs saka, не бойтесь того, nebaidieties no tā, кто хочет разрушить вашу жизнь, kas grib izjaukt jūsu dzīves, но бойтесь того, bet baidieties no tā, кто может вашу жизнь kas var jūsu dzīvi, ввергнуть в гиену огненную. kas var iemest uguns jūrā. Вы можете сказать, в Писании не так написано. Jūs varat teikt, ka rakstos tā nav rakstīts, А я вам говорю, bet es jums saku, что душа ваша, kad jūsu dvēseles, это жизнь ваша. tā ir jūsu dzīve. Потеряете душу, Pazaudēsiet dvēseli, потеряете жизнь. pazaudēsiet dzīvi. Потому храните Tāpēc saudzējiet, glabājiet себя для Господа. sevi priekš Dieva.
Если ты хочешь потерять душу свою, если ты хочешь потерять душу Ja свою, tu gribi zaudēt savu dvēseli, возненавидь ее. neieredzi viņu. Пусть это будет врагом твоим. Lai tā ir tava ienaidniece. И сражайся с своим врагом. Un cīnies ar to, Если ты хочешь ее спасти. ja tu gribi viņu glābt. Так говорит Господь. Tā saka tas kungs. Не люби ее. Nemīli viņu, Потому что она не служит Господу. jo viņa nekalpo Dievam. Но если ты отдашь ее Господу, Bet ja tu viņu atdosi Dievam, для исправления, lai viņu izlabotu, Господь сделает так, Dievs izdarīs tā, что душа будет приносить радость. ka tava dvēsele atnesīs tev prieku. Но я думаю, как бы хватит на сегодня. Как вы думаете? Я рад, что вы сегодня здесь. Es esmu priecīgs, ka visi šodien esat šeit. Люди приехали тоже сегодня с разных городов. Cilvēki arī šodien no dažādām pilsētām atbraukuši. Кто-то с Акнеста приехал. Kas no Aknīstes atbraucis, Кто-то с Limbaža приехал. kāds no Limbažiem Даже из Саврича приехали, да? un no Sauriešiem. Понимаете? То есть, слава Богу. Paldies Dievam! Я благодарю Господа. Es pateicos par to. Бог хочет, чтобы мы стали бы духовными Dievs grib, lai mēs kļūtu garīgi и принадлежали бы в действительности Ему. un patiesi piederētu Не viņam. тогда, когда это нам интересно, Nevis tad, kad mums tas ir interesanti, а тогда, когда это Ему интересно. bet tad, kad viņam tas ir interesanti. Понимаете? Чтобы мы принадлежали Ему. Lai mēs piederētu viņam, Чтобы Он мог бы с нами делать то, что Ему интересно. lai viņš varētu darīt ar mums to, kas viņam ir interesanti. Аминь. Скажем. Хорошо, продолжим тогда. Ну, знаете, что я всегда начинаю с покаяния, молитва. Если есть желающие покаяться, они всегда находятся, а потом мы будем молиться покаянием. Господь Иисус, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты совершил жертву свою за грехи людей. И ныне я прошу Тебя, Иисус, Господь этих людей. Прости им то, в чем они согрешили, и то, что они открывают перед Тобой. Прости и освободи их от этих грехов, чтобы эти грехи были вымыты кровью Твоей, и чтобы эти грехи больше не восставали на их душу, на их жизнь. Будут они благословенны, Господь Иисус. Я благодарю их, Тебя, я благодарю за них Тебя, Господь, потому что они есть Твои дети. Они есть Твои дети, Божьи дети. И Ты простил детей своих. Я благодарю, спасибо Тебе. И слава Тебе, Иисус, во веки. Аминь. Господь Иисус, благослови людей, чтобы они научились двигаться за Тобой, чтобы их сердца восполнялись бы Твоей духовностью, чтобы их сердца восполнялись бы Твоей духовностью и изменялись бы в Твою духовность. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа будут они благословенны. Чтобы научились бы различать Божье от небожьего. И чтобы могли бы следовать в Духе Твоем Святом. Благослови, Господь, открывай Библию людям, чтобы эта Библия была бы не написана, а чтобы эта Библия была бы духовна, чтобы это есть Твой Дух, Библия есть Твой Дух, Иисус, и чтобы с этим оно входило как Твой Дух в людей, и чтобы люди насыщались этим Словом в Своем Духе и обновлялись силой Духа Святого в Твое Божье Слово. Благодарю Тебя, Иисус. У нас сегодня день рождения, Господь, этого служения, потому я не буду много молиться сегодня, Господь. Я так как-то по сердцу понимаю, но я хочу, чтобы Ты благословил бы всех. Ты благословил бы всех людей, которые находятся здесь. Пусть Дух Святой сойдет на людей, которые находятся здесь. Пусть Дух Святой сойдет во имя Иисуса Христа. Сойди, Святой Дух, во имя Иисуса Христа на людей. Я прошу Тебя, Святой Дух, Ты есть Господь, Ты есть Бог неба и земли. Наполни сердца людей. Наполни сердца людей.
Потому что там, где ты, там есть Слово, там, где Слово, там есть ты. Ты есть Бог. Спасибо Тебе. Ты благословил людей, Господь. Я хочу, чтобы Твое прикосновение было бы ощутимо людям. Чтобы Твое сошествие на людей было бы ощутимо, Господь. Чтобы люди пережили бы Твое сошествие, чтобы они ушли бы отсюда, как те, на кого сошел Святой Дух. Чтобы они вышли бы отсюда, как те, на кого сошел Святой Дух. Дай пережить людям себя, Святой Дух. Потому что мы знаем это переживание, мы переживали, но мы хотим переживать больше, чем мы переживали. Потому что Ты нас взрастил, Господь. И так как Ты нас взрастил, Господь, пусть это переживание будет больше. Пусть это переживание будет сильнее, запоминающим, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Ты личный, Святой Дух. И мы благодарим Тебя, что Ты здесь с нами, Святой Дух. Ты работаешь, Ты с нами. Ты работаешь с нашими сердцами. Ты обновляешь наши души, Святой Дух. Это Ты вразумляешь нас, Ты ведешь нас, Ты учишь нас. Ты отделяешь от нас зло и открываешь в нас добро, Святой Дух. Спасибо Тебе. Мы принадлежим Тебе, Святой Дух. Наши сердца принадлежат Тебе, наши души и разум принадлежат Тебе, Святой Дух. Возьми нас в свой огонь, Святой Дух. Возьми нас в свой огонь, Святой Дух. Возьми нас в свой огонь, Святой Дух. Чтобы Твой огонь поглотил бы наш дух. Чтобы Твой огонь поглотил бы наши души. Чтобы Твой огонь поглотил бы наш дух и поглотил бы наши души. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь. Хорошо. Антра, ты, Ира, иди сюда, и ты сюда, иди сюда. Иди сюда. Я хочу поблагодарить этих людей. Это люди, которые поставлены, как бы, двое поставлены, в группах, да? А Антра, она пастырь другой церкви. Ну, как другой, теперь, может быть, уже вместе столько лет, да? Вот, я уже не знаю, как назвать другой или не другой, да? Но мы вместе, вот, мы через субботу приезжаем к ним. Вот. Я хочу помолиться, потому что служить это тяжело. И пусть Господь укрепит и утвердит этих людей на своих путях, чтобы они шли по Его пути. И чтобы служение помазания, оно бы усиливалось бы в них, чтобы они могли бы больше принести плодов в своем служении. Господь, благослови их. Я как раб Твой благословляю, и, Господь, Ты поставил меня служить. И я уже служу этим людям, Господь, будут они благословенны во имя Иисуса. 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 Будут благословенны во имя Иисуса. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо, Господь. Встаньте все, да, и возьмите за руки. Все как-то поместите здесь, да? Кто есть здесь? Как-то поместите здесь, да? Ну как же, так возьмите, поместите. Я хочу, чтобы вы все взяли за руку. Тут круг должен быть, чтобы вы соединились. Я хочу за вас помолиться. Я хочу за вас помолиться. А мне как к вам подойти потом? Я буду так идти. Аллилуйя, Господь. Я прошу благослови. Хотя, да, попробуйте. Может не получится у вас. Вам так как-то надо.
Мало будет. Ладно, пойдем. Господь, благослови всех их. Ты сказал, да будут они едины, как мы едины. Ты сказал, да будут они едины, как мы едины. Я провозглашаю слово, да будут они едины, как Иисус с Отцом Своим едины во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса! Я благодарю, Господь, я прошу благословения на них. Спасибо. Во имя Иисуса! 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 Благословляй, Господь, благословляй. Соединяй их дух во имя Иисуса. Соединяй их дух во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус Христос. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо. Господь благословляет. Иисус благословляет. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Спасибо. Аллилуйя. Слава, 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 слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Так говорит Господь. Я вижу сердца праведные и отвечаю на молитвы ваши, говорит Господь. Не бойтесь, говорит Господь, ибо я победил этот мир, говорит Господь. Я буду защищать вас на путях ваших. Я не оставлю вас, говорит Господь, ибо я возлюбил вас. Я дал жизнь свою за вас, чтобы вы были искуплены кровью моей, и чтобы жили бы во славу мою, говорит Господь. Приходит время, говорит Господь, когда многие отрекутся от меня, но избранные мои будут сиять, говорит Господь, и не отойдет от них слава моя и милость моя, ибо я прибуду с ними, говорит Господь. Будьте благословенны, дети мои, ибо я презрел на вас, говорит Господь, и услышал молитвы ваши, говорит Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, спасибо. И слава Тебе, Господь Иисус Христос, во веки веков. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ладно, надо выключить. Хорошо, всем с Богом, кто меня слышал здесь. До следующего воскресенья.